суждено ли нам уничтожить друг друга? Или мы можем изменить себя и объединиться? Неужели будущее предопределено? Мутанты. Мы на грани исчезновения. «Дни минувшего будущего» – 7-й фильм о персонажах Marvel Comics и 3-й фильм, снятый режиссером Брайаном Сингером. Сценарий основан на популярном комиксе 1981 года. По сюжету фильма в будущем Люди Икс живут в лагере для интернированных. В настоящем времени не прекращается их противостояние с братством злых мутантов во главе с Мистик. В прошлом осталась возможность предотвратить господство стражей, а значит и грядущую для мутантов изоляцию. Благодаря способности путешествовать во времени призрачная кошка Китти Прайд предупреждает мутантов об их участи. Но этого недостаточно, ведь из грядущего в настоящее явились и силы зла. Кинокритики уже успели составить мнение о картине, которая отличается звездным актерским составом и обилием спецэффектов. Одновременно плюсом и минусом картины посчитали визуальные эффекты и экшн-составляющую. С одной стороны, это добавляет фильму зрелищности, с другой явно смещает акценты на внешнее, уводя от внутренней жизни персонажей. Главные роли сыграли Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер, Хью Джекман, Джеймс Мэкэвой и Омар Си. Нам дан еще один шанс. Веди нас. Направляй нас. Я не хочу твоего будущего! Вы должны были защищать их! Тебе страшно. Я помню это. А любители российских комедий и юмора в стиле Comedy Club могут на выходных включить в свою культурную программу просмотр фильма «Подарок с характером». Артем, с днем рождения! Мы с твоим папой знаем, как ты любишь корабли. С такими мачтами шторм он утонет за 5 минут. Не надо самодеятельности. Обязательно мне звонить в мой выходной. Миш, выручай! Я же не медведь. Какая разница, медведь или панда? Каждый год в чудное королевство Железляндию приходит злой и кровожадный медведь. Привет, детишки! Злая кровожадная панда. Правда, несмотря на то, что юмор местами колкий, никакой пошлости там нет, а картину можно рекомендовать к семейному просмотру. Фильм «Подарок с характером» отдаленно напоминает французскую комедию «Игрушка» с Пьером Ришаром. Главный герой картины не очень везучий, но добрый парень Миша в исполнении Михаила Галустяна, который вынужден подрабатывать в костюме панды на детских праздниках. Ему 30 лет, он живет в крохотной однушке на окраине Москвы, не имея серьезной работы и особых планов на будущее. Но в жизни бывают чудеса. Волей случая Михаил попадает на день рождения к сыну известного олигарха Артему. 9-летний избалованный мальчик купается в роскоши, но, как и всем баловням, ему чего-то не хватает. И, как оказывается, простого внимания. Отец хочет отправить сына в Китай, но Артем вместо этого рвется в Сочи к маме. Он выдумывает тайный план, помочь осуществить который теперь может только Миша. Таким образом, мальчик и панда отправляются в путешествие через всю страну, то и дело попадая в невероятные ситуации. Пацана, угомонись своего. Тёма, угомонись. Привет. Привет. Я так давно тебя не видела. Я сейчас ухожу, а ты давай, действуй. Ну давай попробуем добраться до Сочи. Другого шанса не будет ни у тебя, ни у меня. Это будет самый лучший подарок на день рождения. Миша лох. Что? Это другой Миша. Спасибо. Ну а я желаю вам интересных, насыщенных выходных и приятного просмотра. После похода в кино не помешает и подкрепиться. И лучше это делать под звуки джаза. По крайней мере, так утверждают американские ученые. Оказывается, именно прослушивание классической импровизации в исполнении саксофона, трубы или фано может сделать еду вкуснее. При этом в ходе исследования выяснилось, что рок и классическая музыка так на пищу не влияют.
Что ж, возможно, подобные выводы всего лишь происки непрофессиональных поваров, которые посредством джаза хотят замаскировать неумение готовить. А вот утренний эспрессо ручается, что блюда от шеф-повара отеля «Эрмитаж» Ивана Гринина вкусны как в тишине, так и под звучание классики, джаза или даже хип-хопа. Доброе утро! Сегодня я приготовлю техасский завтрак, который насыщен белками и углеводами, подарящий вам энергии на целый день. Это не что иное, как американский бургер. С вами шеф-повар отеля «Эрмитаж» Гринин Иван. Приступим. Для этого нам понадобится булка для бургера, сыр, мясо, я беру свинину и говядину, помидор, соленый огурец, лист салата, майонез, горчица и, конечно, хорошее настроение. Приступим. Возьмем булку, которую сначала мы пожарим. Нагреем сковородку. Положим наш хлеб. В то время, пока хлеб у нас готовится, порежем мясо. При приготовлении котлеты я всегда использую и свинину, и говядину. Нарежем мелко и свинину, и говядину. При приготовлении котлеты я не использую фарш, я делаю рубленое мясо. Так, мясо мы порезали. Что у нас с булками? Булки пока нагреваются. Теперь мы это заправим солью, перцем, немного тертого сыра и все тщательно перемешаем. Наша котлета готова. Булка уже подогрелась. Она вся горячая. Теперь нам стоит пожарить котлету. Мы же не будем есть сырое мясо. Сковорода наша нагревается. Добавляем оливковое масло. Закидываем нашу котлету. И на средний огонь. Пусть она потихонечку себе жарится. Пока котлета жарится, мы подготовим булку. Мы берем ложку и нижнюю часть мы смазываем сначала майонезом. А потом горчицей. Верхнюю мы также смазываем остатками горчицы и майонезом. Что у нас с котлетой? Она практически готова. Теперь нам стоит добавить немного сливочного масла сверху, чтобы котлета полностью пропиталась сливочным маслом и стала более нежнее. Котлета наша уже пожарилась и готова. Но я ее немножко оставлю на плите, чтобы она не остыла. Потому что мне еще надо нарезать все ингредиенты для бургера. Мы возьмем помидор, нарежем несколько колец. Я думаю, 3 будет вполне достаточно. Соленый огурец.
лист салата. Все наши ингредиенты готовы. И теперь осталось только положить плавленый сыр на котлету. Ну, сейчас немножко впитается. Мы снимаем котлету, кладем на бургер, лист салата, помидор, огурец и накрываем второй булкой. Теперь мы это все переложим на тарелку. Итак, сегодня я приготовил техасский завтрак, богатый протеинами, витаминами, углеводами и белками. С вами был шеф-повар отеля «Эрмитаж» Гринин Иван. Приятного аппетита! Таким было утро пятницы вместе с телерадиокомпанией «Брест». Утренний эспрессо. Я, Денис Липкин. Желаем всем провести эти выходные интересно, с пользой и по возможности в кругу родных и близких. Увидимся на телеканале «Беларусь-2».